К другим темам. 22-й международный экономический форум стартовал сегодня в Санкт-Петербурге, в рамках которого Ингушетия уже подписала несколько соглашений с другими регионами. С Калмыкией заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Документ подписали главы регионов Юнусбек Евкуров и Алексей Орлов. Как отметил глава Ингушетии, в первую очередь республика заинтересована в расширении сотрудничества с Калмыкией в области молочного животноводства. Помимо этого, между регионами есть перспективы взаимодействия в сфере туризма. В свою очередь, Алексей Орлов отметил, что в Ингушетии есть ряд промышленных предприятий по высокотехнологичной мясопереработке. И Калмыкия заинтересована в таком опыте. Ингушетия также подписала соглашение с индийской компанией Вартамана International Traders. В рамках соглашения планируется организация на территории республики производства офтальмологических лекарственных препаратов и оборудования. Сумма проекта составляет 200 миллионов рублей. Сроки реализации – 2 года. Очень рад, что мы такой шаг сегодня сделали в Российской Федерации. Мы являемся очень крупными производителями в Индии, уже 40 лет в области офтальмологии. Сейчас момент подошел, производство начинает в России по очень доступным ценам. Мы надеемся, что это произойдет в этом же году с поддержкой правительства Ингушетии и правительства Российской Федерации. То, что будет производить эта компания, на юге России не производится, и это офтальмология, это реальная проблема, которая существует, и мы надеемся, уверены, что этот проект будет рабочим, и в ближайшее время мы уже будем присутствовать на закладке уже камня в начале строительства проекта и уже на торжественном открытии этого проекта. Я всяческую помощь мы окажем своим индийским партнерам, сделаем все возможное, чтобы этот проект был реализован на территории республики. Спасибо. Соглашение ингушская делегация также подписала и с 2 вузами северной столицы – Военно-морской академией имени Николая Кузнецова и Национальным государственным университетом физкультуры и спорта имени Лесгафта. Согласно договоренностям, республика сможет направлять своих выпускников на целевую подготовку в эти вузы. А педагоги учебных заведений также будут проводить тренинги в учреждениях военно-патриотического воспитания региона. Напомню, в рамках форума Ингушетия планирует подписать 9 соглашений.